Челюстно-лицевой хирург с мировым именем сегодня в гостях Ингушской клинической больницы. Сергей Иванов этим направлением хирургии занимается около 40 лет. Провел не один десяток успешных операций. Своим большим опытом хирург, доктор медицинских наук, готов поделиться с ингушскими коллегами. Мы хотели бы те достижения, те инновации, которые у нас есть, сделать общедоступными для широкого круга как врачей, так и пациентов. И вот с целью обмена опытом мы сегодня сюда и приехали. И хотим это сделать на такой постоянной основе, чтобы это были не просто приезды и выезды, а сформировать программу. Вашим врачам стало интересно те направления, и те вопросы, которыми мы занимаемся. И на основании их запросов мы и сформируем вот эти вот циклы постдипломного образования. Хочу сказать, что это не только теоретическая составляющая, но также в наших рамках сотрудничества с Ингушской республиканской вашей больницей мы планируем и проводить консультации таких пациентов, лечение этих пациентов и совместные операции с врачами, работающими здесь, для того, чтобы они освоили эти методики и сами смогли уже дальше спокойно выполнять и оказывать вот эту вот достойную, добротную помощь населению Ингушской республики. Направление Сергея Иванова – проведение операций на самые видные части тела человека – голову, лицо и шею. Такие нарушения могут быть врожденными, как, например, неровный прикус, или же приобретенными, как различного рода опухоли, или же последствия травм, аварий, огнестрельных ранений. И от того, насколько хорошо проведет операцию врач, зависит внешний облик человека. Я должен вам сказать, что врачи у вас очень хорошие, с хорошим базовым образованием. Врачи, которые не сидят на месте, иначе бы нас здесь не было, которые сами ищут пути взаимодействия, я бы даже сказал, взаимосодействия друг с другом. И у меня нет никаких сомнений, что то, о чем мы сегодня говорили, в ближайшее время станет широко применяться у вас здесь, в ваших клиниках. Значительные изменения в работу хирургов внесла и пандемия. Даже здесь коронавирус оставляет свой отпечаток. Сергей Иванов все чаще стал замечать, что среди больных бывают много пациентов, у которых из-за этой болезни начинает буквально отмирать костные ткани. И только хирурги лицевой области хирургии могут помочь такому пациенту. Как правило, поврежденную часть костной ткани нужно удалять. Процедура долгая и сложная. Это новое абсолютно заболевание, с которым мы столкнулись. Сейчас мы детально прорабатываем, пытаемся понять причину этого заболевания, как осуществлять профилактику возникновения таких серьезных осложнений и как комплексно подойти к реабилитации, лечению этих пациентов. Сеченовский – крупнейший и ведущий университет страны. Он основан еще в середине 18 века. С 1955 года носит имя известного физиолога Ивана Сеченова. И этому вузу точно есть чем поделиться с нашими врачами-хирургами, которые заняты в лицевой пластике. Получили новые методы лечения, внедрения в имплантации, узнали про новую фирму, которая наша отечественная, российская, которую сейчас Сергей Юрьевич говорил, вот это и операции, которые сейчас, оперативные вмешательства, которые мы хотим у нас в отделении проводить, вот эти операции, они как бы считаются одни из высокотехнологических операций. В дальнейшем будем это разрабатывать и проводить эти операции у нас в отделении. Простым диалогом визит хирурга не закончится. В будущем специалист будет не только консультировать врачей, но и проводить вместе с ними операции, а также забирать сложных пациентов на лечение в столичные клиники. Ну а пока Сергей Иванов ограничился лишь общением и осмотром операционного блока Ингушской больницы. Муслим Ганиев, Магомед Белокиев, Новости 24.